Ну что, друзья, это вновь Супер Удмуртия и наш субботний авторский продюсерский влог. Сегодня мы летим в город Сарапул снова для того, чтобы посмотреть там экотропу. С нами сегодня мой друг, мой брат Павел. И у нас не хватает одного человека, Саши Мерзлякова. Мы сейчас за ним заедем. Он у нас сегодня разносчик пиццы, нашей любимой из еще. Несколько фактов о городе Сарапуле. Население города Сарапула больше 95 тысяч человек. Художественный фильм «Трам-та-тарам» или «Бухта-барахта», а также комедию «Волга-Волга» сняли в городе Сарапуле. В Сарапуле родилась Фененкова Маргарита Ивановна, возлюбленная Альберта Эйнштейна. Ну, друзья, мы доехали, и наконец-то мы снова в Сарапуле. Вторая неделя того, как мы уже снова путешествуем сюда. И сегодня мы с собой позвали нашего друга, амбассадора проекта Сергея Буторина. Всем привет. Ну что? На спорте мы, так понимаю, на спорте мы сегодня. На спорте, на культуре, на искусстве и еще и в Сарапуле. Все как обычно, все как мы любим. И сегодня у нас будут палки. Сегодня мы идем скандинавской ходьбой, получается, и выстраиваем маршрут по Сарапулу. Да. И ну и вообще смотрим, как здесь это устроено и насколько это будет интересно вообще людям приехать сюда и походить, посмотреть. В конце дадим свою оценочную какую-то оценку, да? Оценочную оценку дадим. И показать, как приехать в точку А, там, в город Сарапул, взять скандинавские палки, пройтись по всему городу, посмотреть все исторические аспекты и вернуться домой. Сейчас мы отправляемся выходного дня. На гору Урал, откуда мы стартуем. И нас ждет увлекательное путешествие по историческому Сарапулу. Поэтому отправляемся. В путь, друзья! Погнали! Меня зовут Татьяна, я один из представителей Северной ходьбы в Удмуртии, являюсь вице-президентом Федерации Северной ходьбы в Удмуртии, ну и членом Совета Всероссийской Федерации Северной ходьбы. Класс. Да. Ну что, очень рада, что вы вообще приехали к нам, ребят. Спасибо огромное, спасибо за приглашение. Мне очень-очень приятно. И я с огромнейшим удовольствием вам все расскажу, проведу вас по нашему городу. У нас очень старинный город, купеческий город. Вот. И почему-то мне захотелось вас именно в такой, знаете, с нотками православия ознакомить нашего города. И поэтому мы сегодня начинаем наш маршрут с горы Урал. Эта гора находится на 200 метров над уровнем моря, высота вот над источником, то есть над нашим водоемом Кама где-то 60 метров. И почему здесь? Потому что вот чуть пониже находится тюрьма, это 5-я колония. На месте этой тюрьмы раньше был мужской монастырь, я вам все подробнее расскажу во время пути. Затем оттуда мы уйдем в женский монастырь, он открылся у нас не так давно, несколько лет назад. Вот, встретимся с матушкой, она нас тоже ждет. Потом мы уйдем в храм, Воскресенский храм, это тот самый храм, который не закрывался во время революции, во время войны, самый старый храм города. Оттуда мы уходим в музей православия, нас тоже там ждут. Класс. Тоже нам расскажут историю этого музея. Ну и оттуда, я думаю, что мы передвинемся, наверное, на дачу Башенина, потому что это такой объект, который символизирует, наверное, наш город, и все приезжие гости, я считаю, что они просто обязаны побывать в этом месте. Дача Башенина очень красивый, и теперь уже тоже у нас музей. Ну вот, примерно такой Супер, маршрут. это будет замечательное путешествие. Так, ну что, мы с вами находимся на горе Урал. Эта гора находится, я повторюсь, над уровнем моря где-то примерно 200 метров, и над источником, то есть Кама, река Кама, где-то уровень высоты 60 метров. Чем достопримечательна гора? Здесь место отдыха людей, летом особенно, конечно, здесь очень красивые виды, и я предлагаю вам здесь появиться, у нас все-таки летом еще приехать и посмотреть это место. Здесь же у нас находится памятник отца Дуровой, это Андрей. Его звали Андрей, и он более 30 лет у нас был городничим в нашем городе, очень много для города сделал. Надежда Дурова, кавалеристы Надежда Дурова, думаю, все знают, и можно не объяснять, кто это.
Вот. Но здесь же у нас находится лиственница, вот эта сибирская лиственница, ее тоже можно снять, это дерево. Многие ботаники ломают голову, как она вообще здесь оказалась, потому что для наших краев это дерево, ну как бы такие деревья у нас не растут. И оно уже стоит у нас где-то более 2 веков, то есть достаточно высокое, 40 метров примерно его высота. Сейчас мы отправляемся в женский монастырь, и все подробности вам уже расскажет настоятельница, матушка Екатерина, она нас ждет. В честь иконы Пресвятой Богородицы Скоропослушница. Ну и здесь же у них находится церковно-приходская школа. Сейчас зайдем, познакомимся с матушкой, и она нам уже подробнее расскажет, сколько здесь послушниц живет, какой у них, возможно, режим, да, вообще историю, я думаю, она нам расскажет вот именно вот этого монастыря. Пойдемте. Как раз матушка нас встречает. Давайте. Пойдемте. Валентин, вас очень рада вас приветствовать в нашем маленьком домашнем храме в архиерейском подворье храма Скоропослушница. Вы сейчас, наверное, смотрели на красоту Божьего мира, да? Видели, удивлялись, как Бог устраивает такую красоту. С Урала шли и поражаешься и просторами, и чудными красотами нашей местности. А храмы – это тоже Божья красота. Мы только что были в женском монастыре с матушкой-настоятельницей Екатериной. Она рассказала нам про этот храм, про женский монастырь, рассказала нам не только про этот монастырь, а вообще про церкви, о том, что у нас был и раньше тоже и женский монастырь, и мужской, и они были жестоко уничтожены. Да, прям целую историю про наш город, про Сарапульскую епархию. Вот. И, ну, очень интересный, конечно, рассказ, очень интересный. А сейчас мы уже дальше двигаемся в Воскресенский храм. Это тот самый храм, который не закрывался во время революции, во время войны. И как матушка вот как раз сказала, что когда были тяжелые времена, и Иоанн... не кто же? Кронштадтский, все правильно, да, Иоанн Кронштадтский, он как раз проговорил, что если последний крест упадет в этом городе, то город провалится. Но церковь устояла, она за все время ее жизни, так скажем, жизни этого храма закрывалась всего на 1 день. Вот, поэтому мы двигаемся туда, посмотрим этот храм, я думаю, проникнемся духом. Сейчас мы в музей. Сначала в храм, а потом оттуда пойдем в православный музей. Да? Все?
Татьяна, ну что, в двух словах, где мы сейчас были и какая наша следующая точка? Да, мы только что скандинавской ходьбой дошли до храма. Воскресенский храм – это самый старинный храм в городе, который не закрывался во время революции, не закрывался во время войны. Очень старинный храм, и атмосфера особенная внутри него. А сейчас мы двигаемся в музей православия, который открылся не так давно. Его руководитель Ярастов Виктор Сергеевич нас уже там ждет, и он нам все расскажет. В Сараполе очень много различных старых зданий, на фасаде которых можно сделать классные фотографии. Например, на фоне вот этой двери. Ну что, Паш, снимай меня. В целом тебе как? Ну, мне вообще нравится гулять по городам. Вот. И возвращаться в Сарапул, это всегда тоже прикольно, потому что можно даже на те же здания посмотреть немножко по-другому. И это в любом случае хорошо. И да, гулять вообще хорошо. Сегодня еще с погодой повезло. Поэтому это, конечно, круто. Ты вот сегодня еще на палках, мне кажется, тебе вдвойне интересней. На самом деле мне как раз хотелось эту сделать интеграцию прогулки со скандинавской ходьбой, что нам сегодня и удалось реализовать. Мы так устали и замерзли, что направились в ресторан «Старая башня», где заказали уху по-царски с икрой и водкой. Она там такая вкусная. Друзья, мы рекомендуем.
Ну что, Татьяна, закончилось наше путешествие сегодняшнее. Расскажи о своих эмоциях, поделись ими. И я, соответственно, тоже, в свою очередь, расскажу, что я почувствовал, какие выводы сделал за сегодняшнее путешествие. Я думаю, будет интересно обменяться. Да, согласна. Мне тоже интересно, Саш, на самом деле, какие у тебя эмоции. У меня, конечно, эмоции положительные. Мне очень приятно, что я смогла научить тебя немножко подучить северной ходьбе, как правильно ходить. Вот. А вообще, да, мы сегодня прошли очень классный маршрут. Повторюсь, что он был такой с нотками православия. Мы были и в музее православия, и в самом старом храме города, и в женском монастыре. Вот. И каждый маршрут мы проходили северной ходьбой. Цель-то была все-таки рассказать о северной ходьбе, научить, вас научить, людям рассказать. Я вообще на самом деле всех призываю заняться северной ходьбой. Неважно какого возраста, неважно какого пола. И более того, я уже давно заметила такую тенденцию, что чем дальше, тем больше молодых людей приобщается к этому виду спорта. Причем не только людей, которые далеки от спорта, а именно те, которые даже занимаются, и даже профессионально занимаются и бегом, и лыжами. Я сама уже сколько таких людей обучила лично заниматься северной ходьбой, потому что если правильно заниматься по технике этой ходьбой, то она достаточно энергозатратная, и это не так просто, как кажется на первый раз. Мы не выгуливаем палочки, а мы занимаемся активно, ходим очень по-спортивному, широким шагом, да, и так далее. Поэтому призываю всех не стесняться ни в коем случае, а наоборот, быть в тренде. Ты популист, пропагандист. Да, абсолютно. Я ведь вообще, знаете, занимаюсь разными видами спорта, и лыжи, и бег, и смешанные единоборства. Люблю вообще спорт. И северная ходьба мне стала тоже очень близка, поэтому я про то, что северная ходьба это не для бабушек, а это для молодых, спортивных, красивых, интересных. Поэтому приобщайтесь к этому виду спорта. Классно, интересно. Саш, я надеюсь, что мы с тобой еще не раз пройдемся с палочками. Да, я думаю, в не раз дальнейшем. пройдемся и в разных районах, потому что мне было интересно именно с точки зрения сценария выходного дня, с точки зрения туризма. Вот такой формат городской прогулки. Да. Потому что я сам тоже увлекся финской, как правильно, финская, скандинавская ходьба. Северная лучше. Северной ходьбой. Вот, мне действительно нравится. Я пытаюсь разобраться, как правильно поставить технику. Спасибо тебе, что сегодня с удовольствием объяснила, научила. Я думаю, это очень классно интегрировать именно путешествия по городу, либо там между городами, да, возможно, связывать это через такой вид спорта. Да, на самом деле. Поэтому еще раз спасибо. Вам спасибо. Завершаем наше сегодняшнее сарапульское приключение по скандинавской ходьбе, со скандинавской ходьбой. Сергей, поделись, как тебе? Понравилось? Первый ли раз ты был с палками или уже до этого у тебя был опыт? Как вообще в целом прогулка по городу и по тому маршруту, который мы тебе сегодня приготовили? Очень здорово. Два момента. Первый, что на палках классно, давно, уже много лет, наверное, порядка 7 лет приобщен к скандинавской ходьбе. Сейчас называют северная. Это первый момент, и поэтому в удовольствие, да. И второй момент, это то, что мы все-таки прошлись, выделили вот этот вот день, и с большим удовольствием, потому что не было ни минуты свободного времени, пролетело все достаточно быстро. Мы посмотрели всю логистику, все точки, эти интересные, то, что мы сегодня прошли, Татьяна нам показала, рассказала. Это здорово. Я думаю, через этот проект мы реально сможем сюда пригласить всех желающих. Да, это интересно, быстро. И даже наши друзья приехали сегодня, побыли с нами полдня и сказали, классно. Поэтому, да, я думаю, что это здорово. И всем к посещению обязательно. Так что, ребят, приобретаем палки и идем открывать для себя новые интересные маршруты. С вами была Супер Удмуртия. До новых встреч. Пока-пока. Пока.